Люди часто задаются таким вопросом, чем же юрист отличается от адвоката и в чем же разница между их обязанностями. Сегодня мы в этом и попытаемся разобраться. В нашей студии гость, адвокат коллегии адвокатов, советник Павел Стаценко. Павел, доброе утро, рады приветствовать вас в нашей студии. И вот вопрос, чем же все-таки отличается юрист от адвоката? Ну, дело в том, что адвокат – это прежде всего профессия. Этой профессии уже 150 лет. Сегодня распространены всякие разные частно практикующие юристы, частно практикующие юридические фирмы. Но надо сказать, что адвокат, он является юристом, как и, допустим, судья, как и следователь, но он подтвердил свою высокую квалификацию по сравнению с частно практикующим юристом, оказывающим юридические услуги. Что это значит? Значит, он определенное время отработал по юридической профессии, сдал квалификационный экзамен, очень сложный, имеет обязательно высшее юридическое образование, в отличие от частно практикующих юристов, которые так называются, но иногда даже высшего образования на самом деле они не имеют. Вот. И поэтому бывает такое, что юридические фирмы, собрав деньги с клиентов, исчезают через 2-3 года работы. А вот адвокатские образования, конечно, работают длительное время. Например, наша коллегия работает уже 8-й год. Есть еще более старшие коллегии адвокатов. И здесь надо сказать, что адвокаты, они несут профессиональную ответственность перед своими клиентами, то есть существуют надзорные органы, надзирающие за деятельностью адвокатов, это управление Министерства юстиции по республике. Есть профессиональные сообщества, совета палаты, куда может клиент обратиться в случае, если оказана неквалифицированная юридическая помощь с жалобой, и адвокат будет наказан. В отличие от частно практикующих юристов, не имеющих статуса адвоката, которые, собственно говоря, никакой ответственности не несут, и жаловаться их-то в общем-то То есть рычагов, в принципе, никаких нету, да. Поэтому адвокаты, они вот именно обладают профессиональным статусом, то есть подтвердили свою квалификацию, есть удостоверение, они, внесены в реестр соответствующих адвокатов, который можно проверить в реестре управления Министерства юстиции. Вот так. Ну вот в быту есть такое мнение о том, что адвокат это дорого. Вот расскажите, как можете прокомментировать, действительно ли это так? Не все услуги адвокатов дорогие. Конечно, если, допустим, как и любые услуги, если вы, допустим, мы имеем в виду дело, которое длится много лет, наверное, конечно, по сравнению с, допустим, с менее затратной юридической помощью, конечно, будет довольно накладно. Но существуют различные виды юридической помощи. Есть, допустим, такой вид юридической помощи, как юридические консультации. Сегодня, благодаря, скажем так, недобросовестным юристам, которые используют различные слоганы о бесплатных юридических консультациях, которые имеют свою целью непосредственно именно затягивание клиента, навязывание своих услуг, допустим, наши коллеги оказывают полный юридический спектр в консультации, максимально полно стараются разъяснить ситуацию, дать толкование закона. И по нашим наблюдениям, где-то в 20-30% случаев после юридической консультации, которая нами была проведена, обычно у людей либо не возникает необходимости в дальнейшей юридической помощи, либо она минимальна, то есть необходимо составление документов, или последующие небольшие консультации. Вот. Особенно это эффективно, если мы говорим, например, о предупреждении, то есть не непосредственно человек обращается за юридической помощью, когда уже наступила проблема, а именно обращается за консультацией, предопределяя события. Такое часто бывает по семейным отношениям, да, например, когда конфликт в семье происходит, по наследственным отношениям, по налоговым отношениям. Очень эффективно зарекомендовала этот вид юридической помощи, например, при заключении сделок. Обыкновенных сделок с недвижимостью. То есть получить не риэлтор вас консультирует, а профессиональный адвокат. Естественно, риэлтор много чего не скажет. Вопросов действительно очень много, разных направлений, но, пожалуй, самые такие, наверное, отдельным особняком, наверное, можно выделить уголовные дела. Вот как выбрать адвоката именно по уголовным делам? Вы знаете, действительно, уголовные дела – это самый сложный вид, конечно, юридической помощи, самый проблематичный. Для клиента это самый такой недобрый, наверное, скажем. Вот. Прежде всего, я хотел бы, наверное, сказать, что нужно
обратить внимание, как адвокат выстраивает свою защиту. Очень многие пользуются, так скажем, формальными нарушениями, то есть пытаются по формальным признакам очаровать клиента, какие-то, значит, находят нарушения со стороны органов предварительного следствия, но нужно, чтобы адвокат осуществлял фактологическую защиту, умел работать с фактами, умел работать с событиями, умел работать с следователями. Вот с следователями, со свидетелями. Вот на это надо обращать, конечно, свое пристальное внимание в работе адвоката. То есть именно по консультации, опять же. Ну вот, а еще вот какие-то ключевые такие моменты, вот очень коротко вот в данном Ну, направлении. во-первых, он не должен безответственно отходить к своему делу, он должен всегда проявлять интерес к вашему делу, работать постоянно. То есть вы можете регулярно ему звонить, он должен регулярно каким-то образом, значит, быть в курсе, предлагать какие-то новые способы. То есть не быть безразличным к вашему делу. Вот, наверное, основные моменты. Большое спасибо, Павел, за участие. Вот я думаю, что многие телезрители поняли, чем же теперь юрист отличается от адвоката. У нас на очереди реклама, не переключайтесь, мы вернемся через 3 минуты.